В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее. Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня мы подходим к одной из самых черных страниц в истории полуострова 20-го столетия, к странице депортации крымско-татарского народа из Крыма в 1944 году. И для того, чтобы поговорить об этом непростом периоде, я пригласил, безусловно, вне всяких сомнений, главного специалиста по этому вопросу, кандидата политических наук, телеведущую Гульнару Бекирову. Гульнара Ханум, салям алейкум. Алейкум салям. Итак, начнем мы даже не столько с истории, сколько с вопроса об исторической памяти. В советском дискурсе и в постсоветском дискурсе, к нашему глубокому прискорбию, важнейшим оправданием депортации крымских татар является утверждение обвинения этого народа в тотальном коллаборационизме с немецкими оккупантами с 1941 по 1944 год в Крыму. Дескать, вот тогда Сталин в наказание, или пусть даже там не столько в наказание, но сколько чтобы не расстреливать всех, по-разному бывают формулировки, вот взял и всех выселил в Среднюю Азию. Сегодня мы можем говорить о том, что эта черная легенда оправдана, насколько был распространен коллаборационизм, только ли крымские татары сотрудничали с немцами, как обстояли дела с сотрудничеством среди остальных народов, и являлась ли такая вот причина, как коллаборационизм, достаточным основанием для массовой депортации всех крымских татар. Тема, конечно, необъятная, и мы с вами это понимаем, по каким причинам. Во-первых, нужно сказать несколько таких ключевых, базовых, я бы даже сказала, методологических вещей. Тема коллаборационизма долгое время относилась к табуированным сюжетам советской историографии. Коллаборационизм в годы Второй мировой войны был явлением распространенным и имел место в каждой оккупированной стране, в том числе, разумеется, и в Советском Союзе. Чтобы понять суть этого явления в каждом конкретном случае, нужно выяснить политические, военные обстоятельства, исторические реалии, попытаться понять психологические причины, с которыми столкнулось население, вынужденное контактировать с врагом. Вот это слово «вынужденное», оно здесь является очень важным. Обвинение многих крымских татар в измене родине, дезертирстве из частей Красной Армии, переходе на сторону противника, формировании добровольческих татарских военных частей, расправах по отношению к советским партизанам, создании татарских национальных комитетов было сформулировано в постановлении Государственного комитета обороны номер 58-59, совершенно секретно, гриф оно имело, от 11 мая 1944 года, на основании которого крымские татары были полностью, как единый этнос, выселены из Крыма. Протест по поводу факта депортации, несправедливых огульных обвинений звучал в самых первых письмах крымских татар, бывших фронтовиков, партийно-правительственные органы. Например, после 20-го съезда КПСС, снятия режима спецпоселений, такие письма приняли массовый коллективный характер. И в одном из таких писем фронтовик в связи с книгами авторов, которые занимались фальсификацией вот этих самых сюжетов, Первенцева и Козлова, написал, вот этот самый крымско-татарский фронтовик написал: авторы этих книг клеветнически выступают против целого народа крымских татар, без стеснения называют десятки тысяч участников Великой Отечественной войны партизан изменниками. В этих книгах не упоминается ни одна фамилия членов и руководителей подпольных групп, бойцов, командиров партизанских отрядов крымских татар, тогда как многие из этих товарищей имеют удостоверение об их участии в подпольном и партизанском движении за подписью самого товарища Козлова. Действительно резонное замечание, потому что уж кто-кто, но Козлов, Первенцев прекрасно знали
о реальном положении дел, о том, что партизанское движение провалилось уже на начало войны, и что в разворовывании баз участвовали отнюдь не только крымские татары, как они сигнализировали в центр. В общем, здесь вот мы говорим уже о конкретике Крыма, отходя вот от того, что, собственно говоря, было присуще на самом деле каждой оккупированной территории, вот этого самого коллаборационизма. И, конечно же, необходимо сказать, учитывая, что все-таки мы с вами в данном случае выступаем не как академические историки, а как журналисты, что все-таки сталинские документы и то, на что ссылались вот эти самые постановления Государственного комитета обороны, которые обрекли, по сути, целый народ на долгие полвека жизни в изгнании, конечно же, мы, тут уже историки, должны читать и пояснять зрителям, читателям, слушателям, собственно, суть вот этих самых документов. Ну, я вот возьму одну из статей и упомяну один из документов. Ну, вот, например, статья «За что Сталин выселял народы?» анонимного автора на сайте, ну, сайт, конечно, с характерным адресом сталинизм.народ.ру. Общий пафос, который направлен на то, чтобы доказать мысль, что Сталину было за что выселять крымских татар, чеченцев, ингушей, представителей других выселенных народов. Вот что мы читаем. После начала Великой Отечественной войны многие крымские татары были призваны в Красную армию. Однако служба их оказалась недолгой. Процитируем докладную записку замнаркома безопасности СССР Кабулова и замнаркома внутренних дел СССР Серова на имя Берии, датированную 22 апреля 1944 года. И вот этот автор цитирует. Все призванные в Красную армию составляли 90 тысяч человек, в том числе 20 тысяч крымских татар. 20 тысяч крымских татар дезертировали в 1941 году из 51-й армии при отступлении ее из Крыма. Ну, мы, конечно же, Сергей, с вами, как специалисты, прекрасно понимаем, что формулировка 20 тысяч призванных и 20 тысяч дезертиров, это выглядит, ну, по меньшей мере, как издевательство над исторической наукой и даже над здравым смыслом. У этого автора, у него нет даже мысли задаться вопросом, как воевала 51-я армия, какие она при этом несла потери, и как так случилось, что советские военачальники сдали Крымский полуостров на долгие несколько лет оккупации, свалив впоследствии всю вину на народу-предателя. Ну, напомню нашим слушателям, что помимо крымских татар, по обвинению в пособничестве врагов были депортированы греки, армяне и болгары Крыма. Не указывает автор и на то, что в записке Кабулова и Серова имеется указание на отсутствие точных данных о численности крымско-татарского населения в Крыму. Исполнители карательной акции лишь приблизительно представляли порядок цифр крымско-татарского населения. Ну, конечно же, удивляет не только некритический подход к документам, но и та легкость, с какой современные авторы раздают оценки людям, которые попали в подлинно экстраординарные, экстремальные условия войны. Например, давайте попробуем очень быстро, коротко воссоздать вот этот самый образ солдата 51-й армии. Ну, так случилось, что в 51-й армии у меня был мой собственный дед Абдураман Бари, учитель, который оставил после себя воспоминания о военных годах. Они сегодня уже выпущены отдельной книгой. Вот это те самые воспоминания рядового человека на войне, простого писаря-бойца 476-го полка 51-й армии. И вот как он описывает первый этап борьбы за Крым, период с 24 сентября по 16 ноября 1941 года. Во всем батальоне, пригодных к работе, было роздано 18 винтовок. Остальные 700 солдат из батальона стояли перед немцами с лопатой и киркой. Минометы и пулеметы были сломаны и негодны. Сопротивление было бесполезно. Это эпизоды из жизни реального, а не выдуманного человека, того самого, который в статистике НКВД значится в числе 20 тысяч дезертиров крымских татар 51-й армии. Некоторые авторы, которые
культивирует миф о некой особой вине крымских татар в войне 41-45 годов, почему-то не обращают внимания и на тот факт, что депортация крымских татар была отнюдь не единичным фактом. Репрессии, которые начались уже с 20-х годов, были направлены на различные группы населения, и в период войны они приняли беспрецедентно массовый характер, теперь уже против целых народов. Систематический характер репрессий дает основание говорить, что постоянный поиск врагов, антисоветчиков был одной из фундаментальных характеристик советского режима. Крымские татары были не первыми и не последними, кого Сталин заподозрил в неблагонадежности, так что повторять расхожий советский миф о поголовном предательстве крымских татар значит оправдывать не только очевидно преступный акт депортации, но и всю репрессивную политику Сталина. Режим искал виноватых, и он их успешно находил. И подтверждением этой мысли является то, что на территории Крыма в период оккупации существовали не только пресловутые татарские мусульманские комитеты, но и, внимание, созданная немецким командованием партия истинно русских людей, филиалы Национально-трудового союза нового поколения, Украинский национальный комитет. Но тем не менее, для одних народов наличие антисоветских и профашистски настроенных организаций стало приговором, а для других нет. Достаточно пролистать подшивки, выпускавшейся в период оккупации в Крыму газете «Голос Крыма», чтобы оценить этнический состав авторов и редакции, и понять, что оккупационные власти находили поддержку у самых разных этнических групп полуострова. Так что причины депортации крымских татар, по-видимому, были гораздо глубже и основательнее, чем пытаются представить некоторые авторы, и это уж точно был не какой-то там особый, пресловутый массовый коллаборационизм, а, например, то, что сегодня принято считать основным ключевым фактором. Это, конечно же, взаимоотношения с Турцией, и, возможно, вот зачистка этой самой территории перед возможной или, может быть, невозможной потенциальной войной вот с этой самой страной. Есть, конечно же, и другие версии, но самое главное, что мы должны, конечно же, сказать сегодня, что до сегодняшнего дня историки, даже те, которые очень много и основательно изучали архивные документы, не могут с полной уверенностью сказать одну причину. Мы можем рассматривать несколько версий, и даже комплекс документов не могут нам это сказать точно. А вот что касается темы наказанных народов или депортированных народов, то, на мой взгляд, исчерпывающей является позиция автора одного из новейших исследований по истории депортации Павла Поляна. Цитирую: «Несправедливость в самом прецеденте наказания народов, подменившем судебное разбирательство против конкретных лиц, независимо от всякой статистики, приписывание коллективной вины и применение коллективного наказания по признаку этнической принадлежности является серьезным преступлением против человечности наравне со взятием и расстрелом заложников». Вот так пишет доктор наук Павел Полян, который... Я работала с ним вместе, так случилось, в архиве, и мы общались на эту тему немного. И я могу сказать, что думаю, что на сегодняшний день один из самых влиятельных исследователей темы. Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вернемся в эфир. В эфире радио «Крым Реалии». И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко». На самом крымском в мире радио «Крым Реалии». У меня в гостях Гульнара Бекирова. И вот раз уж мы поговорили о коллаборационизме, в котором были
так или иначе замешаны все попавшие под оккупацию и даже некоторые не попавшие под оккупацию советские народы, то, конечно, нельзя перед тем, как говорить о самом акте депортации, буквально там в двух словах вспомнить и тех героев Советского Союза, тех кавалеров Ордена Славы, которые отличились и в боях с нацистами, и которые происходили, конечно, из крымско-татарского народа. Вот кто это был, сколько их нам известно, и самое главное, почему вот для остальных народов, такой общий вопрос, почему для остальных народов Советского Союза герои перевешивают предателей, а вот для крымских татар вот предатели перевешивают героев в официальном дискурсе. Действительно, это вопрос, который напрямую связан, собственно говоря, с первым, но действительно нужно сказать о героях несколько добрых слов, о тех людях, которые воевали за советскую родину. И хотя, в общем, мы сегодня в свете вот этих самых известных нам ныне событий, честно говоря, иногда раздумывая, а нужно ли было вообще за эту самую родину воевать, но тем не менее, просто простое перечисление. Единственный в Крыму, дважды герой Советского Союза, крымский татарин Амитхан Султан. Герои Советского Союза: Узир Абдураманов, Сейтнафе Сейтвелиев, Абдраим Решидов, Абдуль Тейфук, Фетислям Абилов. Фетислям Абилов получил уже звезду героя при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Ну и, конечно же, нужно назвать кавалеров орденов славы 3 степеней. Это 5 человек, 5 фамилий. Нужно вспомнить героя Польши Умера Акмаллу Адаманова, крымского татарина. Перечисление фамилий, конечно же, это вещь очень интересная, но важно, конечно же, сказать и о тех людях, кто возглавлял, например, партизанское движение уже на последнем этапе войны, например, Рифат Мустафаев, Мустафа Селимов. И что, на мой взгляд, тоже чрезвычайно важно заметить, что практически все они, за исключением Амитхана Султана, отправились в места изгнания 18 мая 1944 года, а кто-то позже, и точно так же испытали на себе вот то, что мы сегодня как бы квалифицируем как политика такой, знаете, стратификации по национальному признаку. Ну, это я вежливо сказала. А по сути, этих людей, которые защищали Родину, их просто в местах изгнания называли открыто предателями. Я знаю несколько примеров, когда просто дети этих людей дрались за доброе имя, физически дрались там в школах, в классах за доброе имя своих родителей, вот отстаивая вот это самое доброе имя. Ну, об этом мы подробнее еще поговорим, но сейчас все-таки перед тем, как говорить о непосредственно об этом акте, я все-таки повторю свой предыдущий вопрос, почему, чтобы закончить с исторической политикой и перейти к истории, как она была на самом деле, почему даже в современной России, несмотря на существование некоторого такого указа о реабилитации Владимира Путина, все равно нет, да и начинают вспоминать, вот татары, предатели, а герои не вспоминаются. С другой стороны, есть там армия Власова, но на русский народ клеймо предателя никто не вешает. Есть ли в этом какая-то неизжитая травма? Есть ли в этом какой-то особенный политический расчет? Или это может быть просто эхо коммунистической пропаганды до нас доносится? Вот вы знаете, Сергей, на самом деле российская политика памяти, она довольно хитрая. Как и, кстати, очень многое, что я думаю, что мы еще поговорим об этом дальше. Например, очень долгие годы, буквально десятилетия 60-х годов, наши активисты крымско-татарские добивались, чтобы звезду героя получила Алиме Абденанова. Это человек, который был резидент, да, человек, который зверски был сдан и зверски растерзан немцами. И она получила эту самую звезду уже при России, но при этом
аккурат накануне 18 мая обязательно во всех российских средствах массовой информации появляется какой-то гаденький фильм, обязательно огромное количество гаденьких статей, вот одну из них я представила, где говорится о том, что крымские татары предавали, что это исконные враги, что, ну и так далее. То, что мы знаем по советским временам, эта продукция массово распространялась в печати везде, где это возможно. И я забыла еще сказать очень важную вещь, что, конечно же, этих самых героев Советского Союза было бы значительно больше. И сегодня мы это знаем, потому что рассекречены документы Министерства обороны, что по меньшей мере около 3 десятков человек, крымских татар, были представлены вот к этой самой высокой награде Родины, но не получили как раз в связи с тем, что они были крымские татары. И сегодня уже, ну вот в частности, Рефик Куртсеитов, у него даже есть списки, он анализировал вот эти самые анкеты, и, ну, действительно, это было бы очень существенно, это была бы очень существенная цифра, если бы не депортация, это был бы действительно, ну, такой ореол, просто пантеон героев крымских татар. Хорошо, теперь переходим к ключевому вопросу нашей темы. Депортация, как она, во-первых, как она была запланирована, как в документах предусматривалось проведение ее, был ли уже опыт подобных операций у Советского Союза, как именно физически она осуществлялась, была ли какая-то разработана универсальная схема или в каждом селе выдумывали ее заново, что мы знаем о количестве депортированных крымских татар, о времени, и самый главный из вопросов, который не решен до сегодня, это вопрос, что же стало с имуществом, что же стало с материальным наследием крымских татар, которые они были вынуждены оставить на полуострове. Что от этого сохранилось и дошло до наших дней? Вернули ли это имущество? Или, несмотря на все обещания советской власти, так оно все и пропало? Обширный вопрос, конечно же, за эти самые данные мне минуты уложиться сложно, но я попытаюсь очень коротко. Ну, проект постановления готовил уже упоминавшийся мною член Государственного комитета обороны, народный комиссар внутренних дел товарищ Лаврентий Павлович Берия. Возглавить операцию было поручено заместителям народных комиссаров, соответственно, госбезопасности и внутренних дел Богдану Кабулову и Александру Серову. И надо сказать очень такую важную вещь, что действительно все это происходило в атмосфере высокой секретности, потому что даже руководители республики, что тоже важно заметить, на тот момент это были крымские татары. Так вот, они узнали о том, что будет происходить ночью, в ночь 17 на 18, они узнали в 5 часов вечера 17 мая в кабинет первого секретаря Крымского обкома. Были вызваны председатель Президиума Верховного Совета Крымской ССР Абдулджалиль Менбариев и председатель Совнаркома Исмаил Сейфулаев. И вот как раз тогда им сказали о том, что им зачитали постановление Государственного комитета от 11 мая, потребовали, чтобы руководство республики вели себя достойно, показали пример организованности и дисциплины. Об этом Исмаил Сейфулаев вспоминал через многие десятилетия. Итак, постановление Государственного комитета обороны номер 5859 совершенно секретно имело гриф, и называлось оно «О крымских татарах». И, конечно же, как я уже и говорила выше, оно стало роковым для целого народа. Оно обвиняло многих крымских татар в измене родине, дезертирстве, вступлении в сформированные немцами добровольческие татарские военные части и так далее и тому подобное, о чем я уже тоже говорила выше. Но постановляло выселить не этих самых дезертиров и предателей, а всех. И таким образом крымские татары стали еще одним из народов Советского Союза, подвергшихся тотальной депортации в годы Второй мировой войны. Я напомню, что решение о выселении крымских татар было не первым и не последним, потому что до этого у них были предшественники по несчастью. Балкарцы, ингуши, калмыки, чеченцы, корейцы, немцы, финны, ингерманландцы. И это все
были решения, которые принимались в атмосфере высокой секретности. Только самые избранные из ближнего круга вождя были посвящены в эти планы. Механизм депортации таким образом к моменту выселения крымских татар был весьма хорошо апробирован. Операции по выселению были тщательно подготовлены, как нам показывает, например, сохранившийся в Российском государственном военном архиве целый комплекс документов по депортации Судакского региона. Там настолько все детально было расписано, время на сборы, маршрут исследования, уточнены адреса проживания крымских татар, то есть на военных картах обозначены места, где будут стоять пулеметы, где будут стоять солдаты, и все такое прочее, во сколько солдаты войдут в дома крымских татар. Честно говоря, меня такая детализация просто даже немного напугала. Понимаете, идет война, а армии, люди, войска занимаются борьбой с собственными гражданами. Мне кажется... в двух словах на основании, экстраполируем Судакский регион на весь Крым, как этот механизм был реализован по времени, по людям, по машинам. Во-первых, говоря о как раз-таки Судакском регионе, мы четко видим, и это тоже указано в документах, что использован этот самый опыт, который был уже апробирован во время депортации чечено-ингушского населения. Об этом тоже говорится в документах, что мы успешно претворили в жизнь опыт депортации этих самых людей, которых мы изгнали, то есть это говорится другими словами, такими более витиеватыми фразами, но по сути это были те же самые люди, которые занимались депортацией за несколько месяцев до этого чеченцев и ингушей. Это понятно почему, потому что ландшафт местности, горный Судак и ландшафт местности Северного Кавказа как раз-таки в значительной степени совпадает, и поэтому эти самые планы были столь успешно по версии властей притворены в жизнь. Как это было? У меня, к сожалению, радио не позволяет показать эти документы. Например, сводка, в 4 часа. Во-первых, расписаны все деревни, населенные пункты с крымско-татарским населением, включая город Судак, включая Айсер деревни, на тот момент они имели строго крымско-татарские названия, Айсерес, Капсхор, Тарахташ, и там буквально расписано население столько-то, крымско-татарских семей столько-то, написано, что мы входим в эти самые дома в 4 часа утра, в той-то деревне в половине 5, и уже идут сводки о том, как, там не написано крымских татар, там написано об успешной операции по выселению колхозников. То есть там не говорится крымских татар, это, кстати, очень важный момент. Что все это действительно было произведено очень организованно, вовремя поданы машины, и уже к обеду люди находились в эшелонах и отправлялись на станции, и там их ждали уже эшелоны. Разумеется, то, что было на бумаге, в официальных партийных сводках и военных сводках, конечно же, не всегда совпадало с реалиями. Там не было каких-то таких казусов, которые были известны по рассказам очевидцев, но, тем не менее, в целом, действительно, большая часть, 99,9% крымских татар этого самого региона и всех остальных регионов Крыма оказались в эшелонах уже 18 мая. На товарную станцию, собственно, как это происходило? На товарную станцию подъезжали грузовики с людьми, которых загружали в товарные вагоны. Этапирование к местам поселения, спецпоселения, как мы уже потом понимаем, длилось около месяца, в большинстве случаев порядка 3 недель, сопровождалось массовой гибелью депортированных. В середине июня 1944 года
эшелоны с основной массой спецпереселенцев, около 151 тысячи человек, прибыли в Узбекистан. И они были определены на работу на строительство Фархадской ГЭС в Бекабаде, на рудники Куйташ в Самаркандской области, Ташкент, Сталин, Уголь, колхозы, совхозы Ташкентской, Андижанской, Самаркандской областей, Шахрезябского, Китапского района Кашкадаринской области. В большинстве своем, просто чтобы все понимали, люди размещались в неприспособленных для жилья бараках. Ну, об этом мы поговорим после небольшого перерыва, но сейчас все-таки меня больше интересует... Статистика. Во-первых, статистика, а во-вторых, что же случилось с домами, с землями, со скотом? Ведь действительно ли можно было брать с собой... Ведь в постановлении ГКО было написано, разрешается брать на семью до 500 килограмм. Сколько в реальности брали? И вот что стало с тем, что осталось? Нельзя же было с собой корову забрать. Да, вот действительно... До 500 килограмм. Вот когда несколько лет назад наша комиссия, специальная комиссия Курултая по изучению геноцида крымско-татарского народа провела массовую такую работу по опросу, по анкетированию крымских татар, которые пережили эту самую трагедию, по сути, трагедию геноцида, оказалось, что нет в природе ни одного крымского татарина, кто бы смог взять эти самые полтонны имущества и вещей. Более того, практически все люди, а это было около 400 анкет, свидетельствовали о том, что им даже об этом не говорили. То есть это говорит о том, что люди оставили все свое имущество на местах, в своих домах. Разумеется, судьба этого имущества была довольно плачевна. То есть люди его потеряли. Уже буквально там через пару дней оно было либо разграблено этими же самыми солдатами, но по документам свидетельствовало, что оно национализировано, то есть отобрано государством. Ну, тут, в общем, комментарии какие могут быть, если реституция и возвращение имущества не состоялась, реабилитация состоялась тоже, ну, так, сквозь зубы, но об этом мы еще поговорим, да, об этой самой реабилитации. Но мы можем сказать, что действительно люди буквально за одну ночь все нажитое, да, потеряли. У кого-то, кто-то успел взять там еду. Ну, моя, например, бабушка практически ничего не взяла с собой. Там немножко муки, немножко там мельницу она взяла. Но поскольку она была уверена, что просто везут топить, а где-то до этого прошел слух, что, скорее всего, а бабушка она много чего пережила, потому что в 28 году ее уже, как жену кулака, отправили в Архангельск. И поэтому она очень, как мягко говоря, скептически и критически относилась к действиям советской власти. И поскольку была уверена, что семью, детей ее утопят, она взяла немного. Но она взяла какие-то платки, какие-то документы, естественно. Ну и там, извините, дети, 8-9 детей, да, их даже и не пересчитать. Вот. И, конечно, 3 умерли буквально там в первый год. Но это уже второй вопрос, потому что дедушка был в армии. Он хоть и был вот в этой самой пресловутой 51-й армии, но потом попал на Кавказ воевать. Это, ну, к слову, тоже о дезертирах. И последний вопрос все-таки, сколько крымских татар было всего выселено из Крыма? Буквально там одной строчкой для наших слушателей. Ну, давайте, да, здесь очень много базовых цифр и очень много документов. Но давайте несколько таких контрольных назовем, да, вот по данным отдела спецпоселения НКВД, в ноябре 1944 в местах выселения оказались 193 865 крымских татар. Из них в Узбекистане 151 тысяча, в Марийской АССР 8,5 тысяч, в Казахской ССР 4286 человек. Остальные были распределены для использования на работах. В Молотовской области
около 10 тысяч, в Кемеровской 6700, Горьковской 5095, Свердловской 3500, Ивановской 2800, Ярославской около 1000 человек, областях РСФСР. Но опять-таки здесь, конечно же, эти цифры будут отличаться, и потому что уже на тот был момент смертность достаточно высокая, там, только в первые месяцы от малярии, мы, наверное, еще будем об этом говорить, погибло там около 10 тысяч человек. То есть вот цифры как раз это та сторона, которая, с одной стороны, очень неплохо представлена в документах, но в то же время, опять-таки, нужно очень критично ко всему этому относиться. Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вернемся в эфир. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко». На самом крымском в мире радио «Крым Реалии» у меня в гостях Гульнара Бекирова. И так почти 200 тысяч человек, включая и тех, кто прямо из Крыма поехал не на спецпоселение, а в ГУЛАГ по обвинению в антисоветской деятельности, выселены. Большая их часть попала в Среднюю Азию, в Узбекистан. Как местное население приняло тех, кто прибывал? Было ли там среди них распространено мнение, что вот были ли там слухи, что привозят предателей, изменников? Или наоборот, может быть, встретили единоверцев тепло и приятно? В каких условиях были размещены переселенцы? Построили ли им хотя бы бараки или высаживали в чистом поле и всем нужно было обеспечивать? Как обстояли дела с медицинским обслуживанием, как там распространялись болезни, ну и, наконец, насколько мы можем там судить об условиях жизни с учетом того, что там с 1948 года они были все обречены на вечное спецпоселение. Опять необъятная тема, конечно, да. И всего 10 минут. И всего 10 минут. Но сразу нужно сказать, конечно, что положение вновь прибывших крымско-татарских спецпереселенцев было настолько бедственно, что уже даже партийные советские органы сигнализировали о состоянии дел уже в июле 1944 года. Ну, например, в постановлении Совнаркома Узбекистана и ЦК КП Узбекистана обкомом было поручено принять срочные меры по трудоустройству, улучшению быта спецпереселенцев. А все это происходило не потому, что это были такие очень гуманные, да, органы, а просто потому, что уже вовсю царила смертность. Настолько она была высокой, потому что условия жизни были непривычные, быт ужасный, никто, естественно, не строил там никаких коттеджей, как сейчас принято говорить, даже бараков, в общем-то, по большому счету не было. Бараки были у тех людей и у тех колхозов, скажем так, да, где руководители были предупреждены, потому что, чтобы все понимали, когда 11 мая было принято постановление Государственного комитета обороны, руководство Узбекистана еще ни сном, ни духом, точно так же, как и других регионов, не знало, что их ждет такая большая масса людей. И вполне понятно, что сразу же была вспышка эпидемии, жили люди часто под открытым небом, вот как вот свидетельствуют документы. И, значит, конечно же, сразу же была высокая смертность, сразу же стало понятно, что условия труда, просто дискриминационные. Это еще при условии, что вот люди какую-то работу могли найти. В общем, все свидетельствуют о том, что высадили в чистом поле, там, по сути, где-то в пустынных каких-то районах. И все спецпереселенцы были сразу же поставлены на учет, обязаны были регистрироваться в комендатурах.
И комендант был самой главной властью на местах. И вот по выражению нашего крымско-татарского писателя, известного Шамиля Алядина, действительно очень меткое выражение, он был царь и бог. И многие семьи были при выселении, естественно, разделены, и это, конечно, в значительной мере осложнило их положение, но переезды в пределах Узбекистана в 1944 году еще были возможны, а вот, как вы верно заметили, постановление Совета министров от 21 ноября 1947 года и указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года до предела ужесточили положение спецпереселенцев. Переезд в другой, даже соседний район, мог быть разрешен только при наличии вызова от близких родственников, а за несанкционированный выход за пределы разрешенного места поселения в первый раз угрожало наказание в виде 5-дневного ареста. Повторное такое нарушение рассматривалось как побег с места ссылки и наказывалось 20 годами. И, конечно же, смертность была ужасная, особенно в первый год. И по официальным документам в первые годы речь шла о, по крайней мере, в Узбекистане около 30 тысяч погибших в результате болезней, ужасных условий труда. И практически все, кто сохранил свидетельство об этом периоде, рассказывают тут совершенно ужасные, жуткие, конечно, истории. И смертность стала таким повседневным явлением. Дети хоронили родителей, семьи вымирали. Что там говорить, семьи, там целые деревни вымирали, потому что медицинская помощь была в основном только на бумаге. И, естественно, в общем, вот первые 3 года, конечно, наблюдалась сверхсмертность. Потом, вот по рассказам очевидцев, ситуация немного стабилизировалась, но, тем не менее, официальные документы и вот, кстати, нынешнее расследование, которое производит уже наш современный институт демографии Академии наук Украины, говорит о том, что вот по имеющимся у них источникам, а это источники, я хочу подчеркнуть, прежде всего, конечно, официальные, порядка четверти крымских татар погибло в период спецпоселения, но у института немного другая методика, у наших активистов фигурирует цифра около 46% выселенных, но я думаю, что, опять-таки, в этом случае очень важно сказать, что даже если брать вот эту самую минимальную цифру, да, около четверти вымерших буквально, да, крымских татар, это чрезвычайно высокая смертность, это выше, чем в любой войне у любого народа. И поэтому, в общем, даже сегодня, к сожалению, вот эту проблематику, демографические потери, их последствия для вот даже сегодняшнего современного крымско-татарского народа практически не изучено, может быть, даже имело бы смысл, это я уже говорю, для будущих исследователей, изучить и психологические какие-то аспекты депортации и последующего периода жизни крымских татар в местах изгнания. Возможно, если кто-то меня слушает из исследователей, из психологов, историков, социологов, вот, пожалуйста, благодатная, совершенно неизученная тема. Конечно, с знанием узбекского языка, куда же без этого. А тут теперь эту же проблему рассмотрим вот с другой стороны, со стороны местных жителей, главным образом узбеков. Да, совершенно верно. Что они видели? Совершенно верно. Конечно же, советская пропаганда – это то немногое, что в Советском Союзе работало исправно. И представим себе, что, конечно же, много чего об этом не говорилось. И чтобы все наши зрители, слушатели понимали, вся эта депортация, она, конечно же, производилась в духе строжайшей секретности. 18 мая крымские газеты не написали о том, что депортировали врагов, предателей. Нет. Но, конечно же, партийные органы, в частности Узбекистана, не преминули рассказать своему населению о том, что к вам едут предатели и враги. То есть вот опять вот такая интересная двусмысленная политика советского государства. То есть, с одной стороны, не говорить о том, что, по сути, преступление власти, состоялось, но предупредить население о том, что едут враги,
конечно же, нужно. И действительно, значительная часть населения, которая сталкивалась вот с этими самыми новыми жителями, крымскими татарами, сначала с большим предубеждением к ним относилась, но более того, не только в начале, но и когда уже крымские татары там как-то интегрировались в эту самую жизнь. Конечно же, все это проскальзывало и в быту, и в общении, что и были драки постоянно в школах, и крымских татар, минимальный, маленький конфликт, и обязательно не преминули говорить там этому ребенку, что ты там предатель, что постоянно были драки в школах, где узбекские ребята дрались с крымско-татарскими. Все это, конечно, вот такая бытовая дискриминация, я бы так сказала, конечно же, существовала. Но тем не менее, например, там моя бабушка рассказывает, что, конечно же, это было очень большое счастье, например, что они оказались среди мусульман, да. Например, бабушка моя с большой теплотой отзывалась вот о первой хозяйке, которая, она была женой кулака тоже, такого узбекского, да, басмача. Бая, да. А их, просто чтобы все понимали, узбеков же тоже попросили подвинуться, да, потому что вот едут эти самые враги, их же надо где-то расселить, и поначалу, конечно же, вот это предубеждение существовало. Но потом уже было и соседское общение, взаимопомощь, и, честно говоря, таких свидетельств немало. И вот такая немножко амбивалентная была ситуация вот в сфере, что называется, межнациональных отношений в значительной степени. Конечно же, эти самые этнические стереотипы, конечно же, культивировали представители власти и в партийных документах, аж вплоть до 60-х, 70-х годов, всегда крымские татары вот в этих самых закрытых документах назывались спецпереселенцами из Крыма. Но, тем не менее, на бытовом уровне, вот когда мы с вами вынужденно или даже не вынужденно общаемся, мы все равно пытаемся вести диалог, пытаемся общаться, языки, в общем, похожи, и это в некотором смысле даже какая-то была такая помощь крымским татарам, что это был в значительной степени все-таки близкий ментально народ. Это были мусульмане, это были люди, которые понимали. Но, конечно же, те, кто оказался там на Урале, в российских регионах, конечно же, этим людям было трудно. Чрезвычайно много рассказов сохранилось на эту тему. Реконструирую, конечно, быт людей, которые оказались вот в этих самых регионах. Конечно, это было ужасно во всех смыслах. И климат, и отношения властей, и даже во властных во властном дискурсе и то говорилось о том, что вот фронтовиков с истрепанной одеждой крымских татар называли предателями, и они, конечно же, воспринимали это очень болезненно, и тут медаль блестит, да, на груди, и тут относятся к ним как к предателям. Это, конечно же, все, в общем, тяжелая, такая тяжелая психотравма коллективная. Это тоже нужно изучать, и мне кажется, что, конечно, здесь еще, что называется, для исследователей, гуманитаристов, не только для историков, это, что называется, поле непаханное, занятий. Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко» на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». У меня в гостях Гульнара Бекирова, кандидат политических наук, тележурналистка и ведущий исследователь, вне всяких сомнений, периода депортации крымских татар. И теперь мы позволим себе сделать шаг назад и вернуться в Крым, лишенный, Крым очищенный от крымских татар в период с 44 по этот печально известный 48 год. Вот как полуостров жил
лишившись не просто коренного народа, лишившись значительной части своего населения, как полуостров пережил падение своего статуса от автономии до обычной области, как отразилась на нем политика переселения русских и украинцев из центральных областей, как происходили переименования и как в конце концов вот эта вот русификаторская политика партийного руководства, она успешно оказалась или нет? Опять необъятный, обширный вопрос. Ну, опять-таки, нужно все-таки сказать, да, что происходило действительно в Крыму в самых таких общих вещах. Ну, во-первых, в результате войны, оккупации и депортации население Крыма уменьшилось по официальным данным втрое. То есть с 1 миллиона 126 тысяч по переписи 1939 года до 379 тысяч человек по данным Крымского обкома на 14 октября 1944 года. Некоторые регионы опустили совершенно. То есть регионы фактически моноэтничного крымско-татарского проживания, то есть Судакский и, как не противно это некоторым сегодня услышать, регионы южного берега Крыма, где крымские татары тоже массово проживали и куда после репатриации категорически не допускались. Так вот, соответственно, необходимость в трудовых ресурсах была крайняя. И, соответственно, решением от 18 августа 1944 года в целях, я цитирую, быстрейшего освоения плодородных земель, садов и виноградников Государственный комитет обороны признал необходимым переселить в Крым из различных областей РСФСР, Украинской ССР добросовестных и трудолюбивых колхозников, около 51 тысячи человек. Вы спрашивали насчет имущества? Так вот, там же в этом документе сказано: земли бывших татарских, болгарских и других колхозов, откуда были произведены спецпереселения в 1944 году с имеющимися посевами и насаждениями, передавались вновь организуемым колхозам переселенцев и закреплялись за этими колхозами в вечное пользование. А чуть-чуть раньше, в июле 1944 года, по районам был распределен крупный рогатый скот, овцы и козы, опять цитирую документ, принятые от спецпереселенцев в Крыму. Дома депортированных перешли в жилищный фонд исполкомов местных советов. Их занимали, я опять цитирую документ, их так называли, этих людей, новые колхозники. Это были переселенцы в основном из различных областей России, но меньше из Украины. Ну и вот, например, в октябре 1944 года уполномоченный Харасу-Базарского района, тогда еще Харасу-Базара, сообщал вышестоящий партийный орган Крыма, что переселенцы приняты очень внимательно и тепло. Например, в колхоз «Борьба за урожай» прибыло 20 хозяйств, они остались очень довольны тем, что места очень хорошие, в каждом дворе колодец, хорошие огороды, но сожалели, что садов нет, и высказывались о выдаче обещанного им хлеба. Новым хозяевам, цитата, обустройство которых было признано делом первостепенной государственной важности, прощалась даже некоторая привередливость. Например, вот один такой анекдотичный случай сохранился в партийной документации. В колхозе Иллири Тайганского района избы все низкие, очень плохие, переселенцы были недовольны, волновались непригодностью квартир. Переселенка Баева обращалась к встречающим и завопила: «Такие гостеприимные люди здесь, а живут в таком плохом месте». Но к декабрю 1944 года в Крым прибыло уже 64 тысячи переселенцев, и из них 30 тысяч трудоспособных. То есть положение было диаметрально. То есть вот говоря вот об этой самой стратификации, в Крыму были переселенцы, новые колхозники, которых все ждали. Это были те самые русские люди, о которых в сентябре 1944 года на
Крымском обкоме говорили, что мы будем делать наш Крым теперь новым русским Крымом с новым русским устройством. Вот. А в это время крымские татары массово вымирали в местах изгнания. Ну и теперь касательно вот этой самой зачистки. Ну, если в первые годы еще был режим спецпоселений таков, что каким-то образом люди могли сбежать в Крым, то уже позже, видя, что ситуация, ну вот, такова, значит, власти решили ужесточить режим ссылки. И инициирующим моментом, ну, как всегда, была поездка и отдых дорогого товарища Сталина в Крыму. Он отдыхал здесь на своей даче. И в сентябре 1948 года посетил Крым и встретился с верхушкой Крымского обкома, в частности, с первым секретарем Николаем Соловьевым. И хотя, значит, Соловьев не был участником вот этой самой встречи, но оставил нам текст. И вот отрывок из документа. Вчера, 12 сентября, подчеркиваю, 1948 год, в 20 часов товарищ Сталин вызвал к себе товарища Булаева и беседовал с ним 45 минут. Булаев, конечно, был на 7-м небе, и был принят целый ряд принципиальных вопросов. В частности, какие же это были вопросы? Беседа началась с истории Крыма, в частности, о татарах. Товарищ Сталин говорил, что сейчас Крым заселен трудолюбивым русским населением. А татары говорил, что они бездельники, ничего не делали в Крыму. Больше того, во время войны нанесли вред. А сейчас в Крыму имеются все возможности, чтобы лучше работать. Товарищ Сталин обратил особое внимание, что имеются факты, когда отдельные татары возвращаются в Крым, и предупредил, что они засылаются Турцией, поэтому никак нельзя допустить такого положения. Татары должны быть немедленно выселены. Это вот те самые крымские татары, которые каким-то образом либо остались там, буквально их были единицы, либо сбежали. И вот эти самые зафиксированные замечания руководству Крыма о недопущении крымско-татарских спецпереселенцев даже в этой фантастической интерпретации вождя навеяли на крымскую партийную верхушку такой священный трепет, что уже на следующий день были приняты руководящие документы о зачистке Крыма. И все оно так и состоялось. Я уже упоминала документ, который был принят 2 месяца спустя. От 26 ноября 1948 года был принят этот самый указ Президиума Верховного Совета СССР об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного постоянного поселения лиц, выселенных в отдельные районы Советского Союза, который до предела осложнил положение спецпереселенцев. А что в Крыму с топонимами? Вот с топонимом. Уже через несколько дней, 25 сентября 1948 года, было принято постановление Крымского обкома под названием «О переименовании населенных пунктов, улиц отдельных видов работ и других татарских обозначений». Обозначение это было вторая или третья волна переименований, потому что первая была уже в 1944 году, вот после этих самых после этого самого пресловутого крымского там, заседания Крымского обкома, о котором я уже упоминала. Вот. И, конечно же, нужно 2 слова сказать о наших коллегах, об ученых-историках. И научная сессия в сентябре 1948 года по истории Крыма получила начало кампании по пересмотру истории полуострова. И уже в следующем году в докладе против извращения исторического прошлого Крыма Павел Надинский написал, что почти во всех книгах и статьях, опубликованных в довоенные годы, где затрагивались вопросы, связанные с крымскими татарами, вы обнаружите неправильную оценку роли татарского населения в экономической, культурной и политической жизни, а после решений объединенной сессии истории и философии Академии наук по вопросам истории Крыма в мае 1958-го началось целенаправленное переписывание истории крымских татар. И, конечно же, вышло немало
всяких докладов, например, будущий академик Рыбаков отмечал, что крымские краеведческие организации в 20-30-х годах уделяли излишнее внимание изучению, любованию средневековой татарской культуры, недостаточно критически изучали историю Крымского ханства. И вот это то, что на протяжении долгих десятилетий пропагандировалось, и то, как Крым ломали целенаправленно и грубо при поддержке по заказу государства и власти. И это то, о чем мы тоже, историки, журналисты, популяризаторы, должны говорить постоянно. Итак, 1944-48 Крым остался вначале без крымских татар, а потом и без крымско-татарской истории. И о том, как крымские татары возвращали себе свою историческую родину, мы еще обязательно поговорим в нашем цикле программ. Сейчас я благодарю Гульнару Бекирову, кандидата политических наук, телеведущую и главного специалиста по крымско-татарской истории в нынешней Украине. Большое вам спасибо. Спасибо. Дорогие наши радиослушатели, это радио Крым Реалии, крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, наше радио скоро вернется в эфир. В эфире радио Крым Реалии.